Случайно нажал эфир, а я еще не подключился. Я настраивал и случайно уже включил. Так, тогда я включу здесь. Ждем Аяда. Приношу свои извинения. У нас сегодня, сразу сделаю анонс, у нас сегодня стрим на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. 210-й стрим. Сегодня 24 марта 2026 года, 18 часов 58 минут по Берлину, по Брюсселю и 20 часов, или сколько, 20 часов получается, 58 минут по городу Джохару. Приношу еще раз свои извинения. Так, вот, а я... Aya dois efire on машвойло. Забукштита сразу запрос, да? Запрос, да, это Хьюшорс и начал настраивать и случайно нажал кнопку уже пару минут как. Ничего, да. Машвойло. У нас стрим, я как раз делал анонс, у нас стрим на чеченском и русском языках. Стрим идет, как обычно, на YouTube-канале Reality и в TikTok. И всем тем, кто находится в оккупированной Ичкерии либо фашистской России, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности. Ровно сейчас 19 минут, и я передаю слово сопредседателю Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия Аяду Идигову. Стрим у нас на чеченском и русском языках сегодня. Тему скажи, Аслан, чтобы точно. Тема сегодняшней стрима — взаимные удары, атака ВСУ по России и удар по Украине. Для нас, ну, можно, как обычно, обо всем, как говорится. Начинаем, да? Да, мы уже в эфире, да. Ассаламу алейкум, Омин Махпой, добрый день, добрый вечер. Кто нас слушает по всему, может сказать, миру. Значит, ситуация, о которой сейчас тему обозначил Аслан Ацуев. Что происходит в мире, собственно говоря, как это было вчера и эти дни, происходит, собственно, особенно изменений нету, но намечается, предполагает, что какие-то действия готовятся. Что же происходит и к чему это может привести? Ну, главным образом сейчас вопрос вокруг Ирана и Соединенных Штатов Америки с Израилем. Значит, и, конечно, подспудно здесь действует и Кремль, который бомбит ракетами, обстреливает города и села Украины, гибнут снова люди, несмотря на что это. Что из этого получается? В целом мы можем, если окинуть взором всю, так сказать, планету, которая в этом участке мира происходят какие-то события, мы можем услышать, что где-то на днях Таджикистан отправил в Иран где-то сотни там тонн, 3600 тонн разных продуктов или какие-то необходимые, собственно говоря, для Ирана помощь. Откуда такая помощь? Тоже вопрос может так стать, мы это еще можем поговорить об этом. Сказать о том, почему и как вот сейчас в этой ситуации, можно говорить, почему и как Украина напала то есть, вернее, Россия напала на Украину и другие государства, которые вышли из Советского Союза. И что могла сделать Украина в данной ситуации или прежде, чтобы это не случилось? Вот эти все вопросы сегодня активно мы можем, значит, обсуждать, говорить, задавайте вопросы, какие вам кажутся, но будем
в режиме диалога все это обсуждать и думать, где и как, к чему нас ведет, скажем, вот эта информация или политика, которая сегодня проводится со стороны Соединенных Штатов Америки, Израиля, ну, естественно, в первую очередь со стороны Москвы, имперской Москвы. Но что мы можем сегодня отметить, так это то, что я сказал, несмотря ни на что, война вот продолжается, бьются, как говорится, украинцы против этих агрессоров, они пытаются продвинуться там или нет, на какой-то там участке с восточной стороны, как говорится, под шумок. В то же время, как мы уже говорили, Америка сняла санкции временно против России, которую она вводила. Теперь у нее потекли, как говорится, эти нефтедоллары. И вот ситуация, вот как будто бы все, ничего не изменилось, а ситуация такая. И что же делать остальному миру, к чему это может привести? В какую ситуацию мы, как говорится, вляпались, что это такое, почему вот этот Армунский пролив, где вот Трамп обещал, что это будет захвачено, и вопрос решится, почему он не решается и с чем это связано. Ведь, может быть, сейчас вот говорят, там 15 или 20 тысяч американских солдат уже отправились на фронт, чтобы, значит, войти на территорию Ирана и захватить ее, и там насадить свой режим. Вот что происходит предварительно, так можем говорить. Вот эти вот наметки, которые вот сейчас происходят. С другой стороны, мы можем говорить о том, что почему вот Таджикистан, вот Рахмонов отправляет туда вот такие вот караваны, значит, то ли продукт, то ли вооружение, то ли, может быть, ракеты, то ли, может быть, еще что-нибудь. Где это, как это все увязать? Если Рахмонов отправляет, не является ли это цепочкой со стороны, связанной с Москвой? Потому что в Таджикистане находится база очень большая и очень мощная база, российская база в Таджикистане. И возможно, что именно оттуда они вот так вот помогают имперцы, помогает и Россия, помогает. И там этот участок, который мы знаем столкновение, может быть развиться до того, что действительно там будет очень сильная битва, и война, которую, говорит, я остановлю, теперь, говорит Трамп, она не может быть остановлена, потому что Трамп попал, как нам кажется, в какой-то капкан. Он говорил, что он заберет, захватит, и до сих пор ничего нет. Что же делать, как быть? Вот эти вопросы у нас перед нами стоят. То есть мы пытаемся на это ответить. Что будет в итоге, если они столкнутся там, и если Америка пошлет туда свои войска, это может случиться то, что случилось, как говорится, то, что было вчера, что было во Вьетнаме, что было в Афганистане, и во что это выльется, какая польза от этого будет американскому народу, что будет в отношениях между России и Украины, война, которая, что будет с другими странами, которые, территории, которые захватила Россия. Вот такая сложная ситуация, и мы здесь вот свое мнение высказываем. С моей точки зрения, с точки зрения президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия, мы считаем, что вот эта война, которая развязана со стороны Кремля против Украины, это часть той экспансии, которую развязала нынешняя Российская Федерация России с 91 года, когда она развалила Советский Союз, это ее руководство, они были инициатором развала Советского Союза, и главным образом потому, что тогда предполагалось, что Советский Союз, он будет переформатирован, и он будет, значит, под лозунгом демократия,
гласность и перестройка Горбачевская, они противодействовали этому, развалили Советский Союз, чтобы это не случилось, чтобы все республики, которые были в Советском Союзе тогда их было 35 союзных республик, потому что в апреле месяце 90-го года эти все автономные республики были преобразованы в союзные республики, о чем все время умалчивает российская сторона, и почему-то умалчивают эти вопросы и другие республики, которые тогда вот этот вопрос против этого выступили, объединившись. Получилось так, что три республики союзные, Советский Союз признал Горбачев сам независимым государством, осталось 32, и эти 32 республики должны были подписать новый союз договор в августе 91 года. Этому противопоставили они свои там, значит, капканы и сделали все для того, чтобы, значит, не получилось у Горбачева вот это преобразование, переформатирование власти. Что бы было, если Горбачев это смог завершить? Многие обвиняют Горбачева, говорят, что он такой плохой, что он был слабый и все такое. Но никто не может сказать другого, что именно с приходом Горбачева в Советском Союзе действительно появилась свобода слова, если можно об этом сказать, появилась свобода того, что мы могли свободно общаться, скажем, с западными странами. История, которую в нашей истории страны мы видели более открыто, не было никакого давления, и открыто шли мы к тому, чтобы изменить системы власти в Советском Союзе. То есть все народы, которые входили, республики, которые входили в Советский Союз, они, в принципе, могли стать, по примеру, допустим, Европейского Союза или в другой форме. Там это уже надо было дальше, наверное, разрабатывать, хотя были проекты. Но, одним словом, получалось так, что так или иначе те преобразования, которые внес президент Горбачев, они были, значит, блокированы, и эти все бывшие имперцы, которые были на местах тогда сидели, тот же Ельцин, те же другие деятели, которые были, они все противодействовали тому и развалили Советский Союз. Развалили Советский Союз, и этот развал был сделан не для того, чтобы дать свободу этим всем республикам, так, как они обещали, что мы там демократия и все такое. И Ельцин обещал это, и другие говорили. А развалили для того, чтобы захватить власть в этих республиках, а Российская Федерация России, которая фактически создана с 31 августа 92 года, только с этого момента, когда они подписали федеративный договор, можно считать, что в этих пределах, которые есть сегодня, за исключением Чеченской Республики, они тогда создали эту республику, эту страну и создали ее незаконным образом с точки зрения международного права. Поэтому мы не можем сегодня говорить о том, что Россия там по международному праву, вернее, не могут об этом говорить ни Путин, ни другие окружения, которые есть во власти сегодня России, и прежде не могут говорить о том, что какая-то там демократия была, или какие-то международные, значит, законы или принципы они соблюдают. Совершенно этого нет, потому что само создание этого государства было незаконно в корне, потому что были лишены права после распада Советского Союза, оказавшись в международном правовом поле, эти республики, которые мы сегодня видим в составе Российской Федерации России, должны были иметь свою государственность. Этому препятствовало, я имею в виду, мы говорим сейчас за Российскую Федерацию России, вернее, мы должны говорить Российская Федерация или говорить Россия, одно из двух. Что-то здесь получается у них как масло масляное, собственно говоря. Ну, значит, они тогда препятствовали этим народам избрать свою власть в новых условиях, в новом статусе уже государства, да, и не позволили им создать свою государственность.
Именно Чеченская республика, это удалось сделать. Мы это сделали во время, значит, еще существующего Советского Союза, и эти решения наши были поддержаны фактически властью СССР и властью самой Российской Федерации России, изменениями, которые они внесли в свою Конституцию. Однако надо сказать очень важный момент, который мы все как бы опускаем, и люди этим, если не интересуются. С того момента, как Советский Союз исчез, с 26 декабря 1991 года, с этого момента все те, значит, законы, которые были в Советском Союзе, они исчезли, и они уже не действовали практически. С этого момента все эти республики, которые были в составе СССР, прежние, бывшие СССР, они имели право на свое государство. Мы можем просто вот отодвинуть все эти законы и сказать, что они больше не действуют. И вот в этих условиях как раз-то были захвачены эти территории, которые есть сегодня в Российской Федерации незаконным способом, и поэтому незаконным способом создана сегодняшняя Российская Федерация Россия. Она начала захватывать эти территории таким образом, путем давления, потому что во главе этих республик сидели бывшие коммунистические руководители, которые при Советском Союзе, они не изменили свою структуру, не изменили, значит, атрибутику, и в то же время, сделав вот такие вот шаги, они захватили эти территории, можно сказать. Фактически захватили. Чеченская республика, которая не подписана никакой этот акт, не государственный акт, не их документы, не входил еще до образования этого, которое было создано, до образования советское, то есть Российской Федерации было создано, она уже внутри Российской Федерации России был снова совершен еще один государственный род, и новую Конституцию приняли, туда вписали Чеченскую республику как в состав России. То есть это был шаг, который вот при развале был СССР, это был шаг для того, чтобы не допустить, чтобы на территории Советского Союза образовалась система власти, которая бы вела себя таким образом и была ответственна за выполнение тех международных документов, принцип международного права, современного международного права. То есть она построена на корне отрицания современного международного права. Именно Российская Федерация именно на этой основе построена. Чеченская республика стала первой страной, которая была, значит, незаконно вписана в свой состав, и против которой Россия военным путем 5 агрессий совершила. Мы потеряли очень много, значит, людей, мы боролись за свободу, боролись за демократию, и однако они смогли путем своих вот возможностей и путем вот таких допущений, которые были совершены и со стороны, скажем, отдельных государств, и Запада, и других, потому что не было тех рычагов, которые надо было, видимо, применить. Не то, что надо было, необходимо было применить. Их не применили, и России позволили сегодня прийти вот в это состояние. Если тогда бы они были как раз-таки поставлены в те условия, которые необходимо было сделать тогда, то сегодня не было бы, скажем, этой войны и в Украине. И не было бы войны против Чеченской республики. И эти республики, которые они захватили незаконно, они должны были быть, их права должны были быть соблюдены. Вот такая ситуация. Более того, я скажу, что нам известно с вами, что с марта 1994 года по июнь 1996 года путем, значит, подписанного договора в Будапеште, там собрались великие государства, и Россия, и атомное оружие, которое было у Украины, было передано России. Их было тогда, я сейчас скажу, около 2000 ядерных зарядов, и еще какие-то были
специальные тоже, из которых можно сделать около 5000 зарядов атомных, они были переданы России с гарантией того, что если нападет на эту страну какая-то другая страна, то все эти страны защищать. А вместо этого эти страны сами, именно в России, так, вот инициировала и сама напала на Россию. Она напала и на другие государства. Вот такие вот происходят сегодня события. То есть корень, значит, сегодняшней ситуации вот здесь заложены. Поэтому сейчас вопрос стоит о том, будет ли современное международное право способно или измениться в каких-то там своих пунктах, или какая-то ответственность будет, чтобы кто нарушает это международное право, что они были бы наказаны. Вот смотрите, когда они подписали Будапештский меморандум, там не было сказано ничего о том, что будет за то, если они нападут, скажем, любая какая страна, если нападет на Украину. Об этом ничего не было сказано. Теперь выясняется, что этот 5-й пункт НАТО тоже, он не играет особой роли, и ситуация вот так вот сегодня, та, которой мы сегодня сталкиваемся. Ну, на этом я остановлюсь. Давайте вопросы, ответы и продолжим, Аслан. Пусть это будет на чеченском языке, пусть это будет на русском. Давай, Аслан. Я много говорил. Аят, вот вы сейчас, когда говорили по поводу становления чеченской власти, восстановление чеченской государственности, вот Алена пишет в ТикТок, что референдума не был проведен, было двоевластие. Так ли это? Где референдум не был проведен? На территории Чеченской Республики, поэтому было двоевластие. Алена не понимает одной вещи простой. Мы должны понимать, что мы не можем, и нам необходимость не было в Чеченской Республике проводить референдум, потому что мы действовали строго в рамках, Советского Союза действовали строго в рамках Конституции СССР и тех законов, которые были приняты в апреле 90-го года, 3 законов, согласно которых эти республики, 20 автономных, которые были в Советском Союзе, были по статусу преобразованы в союзные республики. И в соответствии с этим на территории Чеченской Республики, тогда Чечено-Ингушской Республики, было принято, значит, декларация чеченского народа о воссоздании своей республики, которая была захвачена в 1922 году, после 18 года, когда большевики незаконно создавали СССР, называя это добровольное вхождение в состав СССР. Теперь Алена может задуматься и спросить, когда и где было принято добровольное решение или был проведен референдум о создании тогдашнего Советского Союза. Другое дело, Российской Федерации. Да. А уже не говорю, когда, какой народ провел тогда. Это было тогда революция, и было захвачено это. А в связи с тем, что и РСФСР, и Украина, и Беларусь, и другие, они приняли акт о денонсации, что этот договор о создании СССР был опровергнут, он был, значит, аннулирован, то в связи с этим никаких референдумов проводить необходимости и не было. В Советском Союзе были приняты тогда эти республики, принимали декларации. И Верховный Совет Чечено-Ингушской Республики тоже 27 ноября 90 года принял декларацию Чечено-Ингушской Республики, согласно которого Чечено-Ингушская Республика объявлялась независимым суверенным государством, как и все другие государства остального мира, согласно этого. И я уже вот повторился, сейчас точно скажу, что ни СССР, власть СССР, ни РСФСР этому не препятствовали тогда. Так что вот такой ответ, Алена.
Пожалуйста. Спасибо. И хотел бы отметить, что Россия и свою конституцию, и свое образование государственное, и все провела с грубейшими нарушениями. Никаких референдумов не было. Было просто по конституции опрос населения, как часто вы напоминаете, Аят, что Да-да. и также незаконно находится в Организации Объединенных Наций под вывеской СССР, хотя Да-да-да, и правильно. Украина, и Беларусь, и Россия денонсировали и аннулировали сам Советский Союз сами, и все равно там находится. И вопрос от таких вот граждан России, он как-то не только некорректен, но еще очень даже смешной получается. Ну, это понятно. Это Алена задает или по незнанию самого вопроса, или потому что она сама имперски, накачана, как Ну говорится. да, Вопрос это именно такой: какие, захваченные территории, которые незаконно захвачены, и, значит, империя это себя вот так повела. А в связи с тем, что они сами развалили эту страну, сами, мгм, не чеченский народ, не другие, они сами развалили эту страну, и с точки зрения самого СССР незаконным способом. Поэтому здесь не может быть речи о том или ином. А с точки зрения чеченского народа, проведенный общенациональный съезд чеченского народа, проведенный, это был референдум, традиционный референдум да, сотни тысяч лет чеченского народа. Когда на этот референдум от выборщики были выбраны у нас, от каждой тысячи человек один человек выборщик был. И вот представь. так со всего мира собрались 1000 выборщиков, около 1000, близко 900 там около. И они проголосовали за возвращение и воссоздание нашего государства тогда. Это был референдум. А потом, через день, верховная власть Чечено-Ингушской республики проголосовала, как я сказал, за то, чтобы создать свое суверенное государство, и которое будет такой же, вот, с таким же статусом, как и другие государства остального мира. Вот что было принято. Поэтому здесь, Алена, в этом плане у нас есть, и у нее есть полный ответ на эти вопросы. Если она это не понимает, мы можем и дополнительно это разъяснить. И документы у нас есть, которые мы можем ей предоставить. Конечно. На сайте официальной страницы Президиума правительства вы можете найти все документы, которые интересуют вас по этому вопросу. Да-да. А сам сайт вы можете у меня в YouTube под каждым видео в ссылках, в описании, там везде есть, и в том числе есть этот сайт, есть все там мои реквизиты и сайт нашего президиума, нашего правительства. Да-да. Беркел Аяд, Эресут Аяд. Возвращаясь вот к атакам ВСУ по России и атакам России по Украине, я бы хотел, раз тема наша сегодня называется, Да. немножко поконкретнее рассказать. Сегодня вот порт Приморск, Ленинградская область, один из крупнейших нефтеналивных портов России на Балтии, экспортирует 1 миллион баррелей нефти в сутки. По нему нанесен удар. В ночь на 23 марта десятки БПЛА атаковали терминал «Транснефть», порт Приморск. Подтверждены попадания в резервуарный парк и нефтеналивную инфраструктуру. Возник сильный пожар в емкостях с топливом. Погрузка танкеров приостановлена. Губернатор Александр Дрозденко Ленинградской области сообщил о возгорании и повреждении. И есть видео, где полностью там такой черный дым из Санкт-Петербурга, все это. Ну, просто как над Грозным, я Да, помню, я смотрел, да. Мгм. Грозный 95-го года, не так сильно, но вот дальше. НПЗ «Башнефть», Уфа-нефтехим в городе Уфе, Башкортостан. Также поражен украинским дроном, на территории вспыхнул пожар. Генштаб ВСУ официально подтвердил оба удара 23 марта. Ну и Россия наносит ответный удар, наносила массово дроны, атаковали ракетами, атаковали 50, нет, это украинцы наносили, по некоторым данным, до 400 ударов дронов Россия нанесла, в том числе по украинской энергетике и по гражданскому населению. Скажите, пожалуйста, чем отличается и почему Россия наносит удары вот
по гражданской инфраструктуре и гражданскому населению, а украинцы бьют строго по военным объектам и по нефтезаводам и другим Ну да. нефтегазовой системе. Да. Но отличие здесь в том, что Россия – это империя, и она видит, что украинский народ, он защищает свою страну. И если бы народ не поддерживал власть, которая есть сегодня в Украине, Мгм. то, значит, она бы не смогла удержаться. Поэтому они бьют именно по мирному населению, бьют по городам и селам, чтобы надломить, как говорится, волю украинского народа. А так как Украина является государством демократическим, и человеколюбие в этой стране гораздо выше, чем в любой другой стране на территории Точно. Москвы, да. То есть это по соответствии с международными, современным международным правом, он бьет только по тем объектам, которые дают возможность бить по городам и селам незаконные, значит, объекты. То есть юридически, с точки зрения, они являются законными целями на Украине, чтобы бить по таким вот, скажем, местам. То есть это нефть, которую они продают, вот ты сказал, 1 000 000, это значит 5000 тонн нефти. В сутки. Представляете? Да. Огромный И просто. они ее продают, и, значит, на деньги берут, еще тем более у них сейчас санкции сняты, они пытаются накопить деньги, накопить, побольше людей набрать, разных добровольцев, которые будут они набирать с того же Китая, Кореи и других африканских стран, мы с вами знаем, для того, чтобы бить. Разница именно в том, что империя бьется не за то, чтобы освободить свою территорию, а за то, чтобы захватить. А Украина бьет именно не против этого российского народа, а по Да. объектам, которые создают вот условия для создания вот этих военных, скажем, оборудования, танков, самолетов, дронов, чтобы этого не было. То есть разный подход именно по этой причине, конечно. Это известно всем. И вот тем, что Украина вообще не бьет ни по каким жилым домам, ни по каким, значит, инфраструктурам, которые являются, ну, скажем, где живет население, так, это как раз здесь вот эта разница, в этом-то вся разница. Именно поэтому, Аслан. Да, спасибо, Аяд. И вот смотрите, здесь еще один случай произошел. Правда, американские власти ссылаются на то, что это был все-таки промышленный такой инцидент. Вечером 23 марта в городе Порт-Артур, юго-восток Техаса, на побережье Мексиканского залива, произошел сильный взрыв и пожар на нефтеперерабатывающем заводе Valero Refinery, одном из крупнейших в США, мощность 380 тысяч баррелей в сутки. Взрыв, вероятно, как сообщают власти, случился из-за промышленного нагревателя. Поднялся густой черный дым и все такое. Жителям западной части Порт-Артура рекомендуют укрыться в помещениях и так далее. Конечно, это может быть совпадение, да, но учитывая то, что сейчас Трамп всячески пытается даже путем снятия на время санкций с Россией, с ее нефтепродуктов, и вот то, что Иран пытается перекрыть полностью Ормузский пролив и всячески, чтобы экономически на всех повлияло, и в том числе это повлияло на американцев. И то, что Трамп снял временно санкции с России, это, ну, некоторые эксперты утверждают, что это связано с тем, чтобы цены на нефть в Америке не выросли, так как электорально это может ударить по его избирателям, соответственно, по нему самому. И вот такое вот совпадение странное в это время, когда Трамп за уши пытается нефть вытащить, цену снизить, и вот такое вот происходит. Как вы считаете, это диверсия, теракт, и кто может за этим стоять, если это так? Но, по крайней мере, можно говорить, что это выгодно России. 100%. И всё.
Если 100%. оно само собой взорвалось, или если не само, но в любом случае это выгодно именно России. И Да. это выгодно то, что, Таджикистан отправлял туда, значит, где-то 3600 тонн, скажем, какого-то оборудования или питания, как они не сказали, что они отправляют, но отправлено, так? Мгм. И очень колонна, где-то 1,5–2 километра, значит, караван этих груженных, автофургонов поехали туда. И что они туда привезли? То есть получается, что, Россия через свои эти базы, которые расположены в Таджикистане или в других там республиках, туда отправляют, значит, свое оборудование, может быть, и военное. Но это надо, конечно, выяснять. Но понимаем, что столкновение между двумя мирами здесь, хотя, скажем, мы смотрим, и с одной стороны эти мусульмане, Иран и Таджикистан, с другой стороны они союзники, получается, России. Как это вот, знаете, мы не можем это понять. Нормальные люди не могут это понять. Это говорит только о том, что вопрос религии, цивилизации здесь не имеет отношения. Это просто ширма, за которой пытаются спрятаться эти лидеры или власти этих государств, не зависит от какую религию исповедует их народ, и они прикрываются, что они тоже такие же на самом деле. А вот такой, когда экономический или военный момент случается, они там выказывают себя, кто они есть на самом деле. И Мгм. вот мы видим, что Россия, которая якобы все время ищет отношения с Америкой, мы Мгм. видим, что она, значит, с Америкой, которая воюет сегодня против Ирана, она противодействует, скажем, тому, чтобы, значит, она ударила Иран, чтобы ударил по Америке, который пытается напасть, чтобы их солдат убивать, израильских, это все. Вот, короче, в этом столкновении Россия, как имперская держава, как диктатская держава, хотя они разные религии исповедуют, они между собой сталкиваются. Вот здесь вот эта точка их столкновения, она может в конечном итоге дать какие-нибудь результаты положительные, я так думаю, в будущем. Но в то же время я помню, что когда об этом Трамп узнал, он заявил, якобы, значит, разговоры шли, что мы тоже вот даем, ну ничего, пусть он там помогает им, дает какие-то там, может быть, советы или какие-то, значит, радио, э, это, э, ну, какие-то документы дает или какие-то, значит, военные людей туда посылает. Это был разговор еще несколько дней назад. И получается, что здесь вот интересы Америки и России сталкиваются на поле боя. Что будет из этого? Посмотрим дальше. Но Мгм. ясно одно, что Трамп сейчас как бы попал в этот капкан, в который хотел бы загнать и Путин его туда. Несомненно. Потому что здесь он этот Армудский пролив не может взять, этот, скажем, остров тоже не может взять, а хотя обещал, возьму и все такое. Сейчас посылает туда людей, как Мгм. бы, но мы видим об этом, что разговоры идут. А что это даст, там посмотрим. Вряд ли там получится то, чтобы хотелось сейчас им сделать, то есть чтобы против Ирана. Иран, как говорят все, это не та страна, которая может так легко сдаться. Она, видите, на переговоры не идет, хотя Трамп заявил, что я с ними уже переговоры готов вести, на 5 дней остановил войну, что я поговорил с этим парнем, то есть, который Хамини сейчас, сын бывшего Хамини. И вот мы договорились, и мы решим эти все вопросы. А это может быть просто блеф, который может быть на самом деле, если бы они договорились бы и решили бы какие-то вопросы, может быть, это было бы и хорошо, с одной стороны, а с другой стороны непонятно. То есть мы не можем сейчас ничего сказать. С другой стороны, мы можем говорить, что действия
России против государств, которые вышли из Советского Союза в 1991 году, и поддержки их со стороны власти Ирана, это незаконно, это аморально и безнравственно. Вот что мы можем сказать. С Совершенно другой верно. стороны, мы можем сказать, что вот эти вот все жесткие, значит, нападения противодействующие этой власти и попытаться захватить там власть, там в Венесуэле, в другой стране, вот таким образом, если делать, это тоже вызывает какое-то невосприятие. Получается, что любая страна, которая есть в этом мире, может оказаться под прессом того, что любой там, значит, из этих лидеров больших государств придет и сменит там режим. Так получается. То есть это не должно быть. Должны быть какие-то четко выработанные правила в мире. Мы так полагаем, потому что это предполагалось при создании современного международного права, при развале Советского Союза, то есть при окончании Второй мировой войны. В 1948 году, в 1945, когда закончилась эта война. Мгм. То есть вот такая ситуация складывается, и здесь сложный вопрос, и, видимо, это зависит, конечно, это зависит от власти Америки, это зависит и от всех нас вместе взятыми, всех, скажем, народов и стран, которые есть в мире. Мгм. Да. Сегодня, два самых особо высокопоставленных лица ФРГ, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и министр иностранных дел ФРГ. Была сегодня 75-летнее мероприятие, было посвященное восстановлению Министерства иностранных дел после Второй мировой войны. И Вальтер Штайнмайер заявил: доверие к американской силовой политике утрачено не только среди наших союзников, но и во всем мире, заявил Штайнмайер. По его словам, в отношении с Вашингтоном уже не будет пути назад в период до 20 января 2025 года, когда начался второй президентский срок Дональда Трампа. По мнению Штайнмайера, внешняя политика Германии стоит перед фундаментальным переориентированием. Берлин должен быть прагматичным в отношениях с нынешней администрацией США и сосредоточиться на своих основных интересах. У правительства США иное мировоззрение, чем у нас, такое, которое не проявляет никакого уважения к устоявшимся правилам, партнерству или с трудом завоеванному доверию. Мы не можем это изменить. Мы должны с этим справляться. Но я убежден, у нас нет причин присоединяться к этому мировоззрению, продолжил он. Международное право – это не старая перчатка, которую мы должны бросить, как это делают другие, добавил президент ФРГ. И приблизительно в таком же формате, очень жестком формате, который не привычен, не свойственен немецкой дипломатии и тем более в отношении ближайших союзника Соединенных Штатов. Наше трансатлантическое партнерство переживает глубокую трансформацию, заявил Йохан Вадефуль, министр иностранных дел ФРГ. Глубокую трансформацию. Я сам во многом испытываю недоумение, а порой и раздражение, заявил Ватефуль. Международный порядок, каким мы знали его последние 75 лет, находится под давлением, которые пытаются его разрушить, подчеркнул Вадефуль. По его словам, мы вынуждены одновременно иметь дело с двумя войнами непосредственно у наших границ и в соседстве, агрессивной войной России против Украины на нашем континенте и конфликтом на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива. Дипломатия сейчас нужнее, чем когда-либо, добавил министр. Несмотря на нарастающие разногласия, Вадефуль призвал никогда не забывать, что именно США освободили нас от нацистского режима, помогли сформировать федеративную республику и сделали возможным воссоединение Германии. Аят, как вы считаете, почему такие жесткие оценки со стороны ведущих немецких политиков? Я думаю, что очень даже правильные оценки и заявления правильные, потому что грубейшим образом нарушается международное право, на которое уповают все народы мира, которые хотят иметь свои государства. И вот то, что они вот именно Германия, которая вот
развязала в свое время 2 войны мировые, как говорят, так. Она поняла, что это такое, и хочет жить в мирных условиях, и не хочет вот переходить вот эти границы, эти барьеры, которые снова приведут к войне и гибели народов и стран. Они понимают, что Соединенные Штаты Америки ведут какую-то вот непонятную, ну, при данном президенте Трампе, что они не понимают его действия, не понимают вот эти заявления, эти угрозы в отношении самой Европы, ну и Мгм. других стран, конечно. Это они поднимают за счет того, что они, собственно говоря, обладают экономическими, финансами и другими, значит, возможностями. Ну, по крайней мере, вот ведущая валюта – это доллар, так, хотя и другие есть валюты, но это общемировой признанный. Они понимают, что они могут этим вопросом как-то влиять на другие страны, и экономически, и в военном отношении тоже Соединенные Штаты, обладая вот такими возможностями, так, они начинают диктовать, они хотят, то, что если бы это было бы сегодня как бы справедливо, я думаю, что никто бы, ну, по крайней мере, эти страны, и Германия, и другие страны также себя ведут европейские. Ну, и Франция, и Италия, и Испания, можно там перечислять их, они тоже, та же Польша так себя вот в этом отношении вот, демонстрирует. Поэтому здесь эта позиция единая, которая непозволительна для того, чтобы, значит, дальше это терпеть. Вот эти страны, скажем, Венгрия, Орбан, ну и Словакия, тоже они как-то себя в пользу этого Путина ведут политику, и там тоже вот, видишь, вот сталкивается, должны вот сейчас решить вопрос, связанный с помощью Украине 90 миллиардов долларов, а этот Орбан, президент нынешний, в целях там решения вопроса там по избранию президента, где он кандидатом очередной раз является после 20 лет пребывания там, как бы, и он сейчас полностью на стороне, а, скажем, России и пытается блокировать передачу этих денег, этих финансов для помощи Украине, которая находится в тяжелейших условиях. Идет война, и эта страна, и этот Орбан, они противодействуют этой помощи Европы. Но, возможно, здесь ведь какие-то шаги предпринимаются сейчас, как будто бы будут решать этот вопрос и решать его. Европа от Мгм. того, что один Орбан или еще один там будут вот эти вещи, открыто уже говорят о том, что он действует в пользу Кремля, и вопрос Мгм. даже не в нефти и в газе, который он не получает, а вопрос потому, что он этим занимается. Более того, здесь идет передача о том, что министр иностранных дел или еще другие, или сам Орбан во время вот заседания Европейского Союза, он прямо оттуда звонит напрямую министру Лаврову или Путину, и там информацию всю докладывает. Как. Вот такая агентурная работа ведется. Это сейчас везде передается вот эти информации, и, видимо, этот вопрос будет решен. То есть страны, которые сегодня видят, что против них в целом, что они Мгм. нестабильная ситуация и что они могут быть точно так же, как, скажем, в Иране или в другой стране, или в Венесуэле, даже пусть это незаконный режим. Но вот так вот входить, захватывать и немедленно вот это все как-то рушить, этот прецедент, он неприемлем с точки зрения международного права, потому что в международном праве сказано, это принцип нарушения границ, сказано, что никто не имеет права нарушать границы, установившиеся после Второй мировой войны с внешней стороны. Вот это и есть нарушение, которое нельзя себе допускать. Вот поэтому они это, я думаю, и говорят, и, Мгм. естественно, они это защищают. Аслан?
Ну, это, можно сказать, ну, экзистенциональная угроза для Европейского Союза. Они так боялись подходить к вопросу войны, так аккуратно пытались обойтись Россией. Но мы видели то, что произошло 24 февраля 2022 года, и это уже как бы бесполезно. Почему такие люди, как Орбан, которые подвергают весь Евросоюз, они не уже давно, долгое время не подвергаются каким-то санкциям, каким-то, я не знаю, в Европейский Союз никого не берут, а эту не исключают. Что такое? Можно на время исключить или пока Орбан там у власти. И также, еще один вопрос касательно такой же темы. У нас есть партия здесь в Германии АФД. Она есть и такая, и сякая, есть нормальные люди. Ну, есть и те, кто не брезгует, так сказать, Путиным, а даже очень даже его хотел бы видеть спонсором и так далее. Почему вот это все позволяется? Неужели демократия даст себя так уничтожить? Твой вопрос относится к тому, который я в самом начале ответил. Мне кажется так, что должно быть какой-то, значит, какой-то рычаг с точки зрения международного права, если принято, то должен быть какой-то рычаг или какое-то наказание тех, кто отходит от международного права. Вот они взяли, напали на страну, да, с внешней стороны. Какое действие должно быть принято в отношении этой страны? Ну, Почему санкции. все государства мира, допустим, не прекращают с ними отношения экономические и другие? Почему не осуждают прямо все? Ну, должно быть что-то такое, а этого нет. То есть как-то в этом плане современное международное право, оно построено на принципе свободы личности, всеобщей декларации прав человека. А кто контролирует это? Кто может это, скажем, за нарушение это наказать или что-то другое, какие-то ширы аморально или другой стороны осудить? Этого нету. Вот если этого нету, то это и получается, потому что вот в этой, скажем, схватке Мгм. появились вот эти диктаторские режимы еще тогда. И эти диктаторские режимы ведут себя таким образом, по 50, по 40, по 70 лет сидят во власти, и они уже не считаются ни с чем. Даже создание самой этой Российской Федерации России является незаконным ходом с точки зрения международного права. Они Мгм. подписали незаконно вот этот федеративный договор 31 марта 92 года и втянули туда те республики из бывшего Советского Союза, которые фактически оказались в поле, которые имели право создания своего государства. Они блокировали эти республики. Разве не видели остальные страны мира, что эти республики незаконно захвачены Россией? На какой основе они действовали? Или давайте где-то что-то делать такое. Разве они не видели, когда они незаконно напали на Чеченскую республику, 5 агрессий было? Разве не было это видно, когда тогда президент, скажем, Америки Клинтон говорил решать этот вопрос в Чечне малой кровью, и передавая им деньги, 6 миллиардов там, я сейчас не помню точно, долларов для того, чтобы решить. И столько мы людей потеряли. Каждого четвертого человека убили в нашей стране. Женщин, детей. Сколько страданий. Так вот, говоря вопрос о несовершенстве вот этого современного международного права, и что оно должно быть как-то вот приведено в соответствии с тем, что нарушители должны быть наказаны, кто бы они ни были. Большая страна или малая страна, они должны отвечать за свои поступки, которые нарушают современное международное право. Вот поэтому именно это происходит, Аслан, вот твой вопрос, почему Мгм. они так, почему. Вот поэтому, потому что они не несут никакого наказания за это. Ни власть держащие, ни, скажем, ни сами эти страны в целом не несут наказания. И это не чувствуют на себе, скажем, эти страны. Вот, допустим, Орбан, там сейчас готовятся в апреле выборы. Ну, Мгм. выборы пройдут там, она идет там сильная пропаганда, туда не могут вмешиваться, понятно все это, да. Вот что оно выльется и какая будет потом система там власти. Они будут защищать ли?
Тогда, если они такое вот это сделают, и не по правилам они будут это делать, то какие должны быть рычаги давления на эту власть в любой стране, ну, скажем, и той же Венгрии? Вот этого нету, вот в чем дело. Вот я всегда, я привожу пример. Мы, собственно говоря, создали свое государство в рамках современного международного права строго, как говорит наш первый президент, комар носу не подточит, настолько строго и правильно сделали. А позволили на нас напасть, позволили вот так убивать нас, позволили оккупировать нашу страну после уже в пятой агрессии. Четырежды мы защитили сами себя, вытолкнули их армию, побеждали их, а никто там не помогал. Никто не помогал в мире. Считали, что мы террористы, бандиты, потому что, допустим, этот народ исповедует ислам. Но власть-то была демократическая, люди-то были по принципу демократии, жили все века, сколько они были. Они всегда, никогда не позволяли. Они могли, и в современном условии вот это все так было обозначено, и всем было это ясно, а позволяли. То есть должны быть какие-то рычаги, ну, наверное, какие-то изменения в современном международном праве. Если даже не изменится система международного мироустройства, то, наверное, эта война, это состояние должно привести к тому, чтобы в конечном итоге пришли к тому, что надо внести какие-то другие коррективы в современном международном праве, чтобы оно соблюдалось. Вот, я думаю, в этом и причина, что отсутствие этого. Аслан? Китай очень начал активно сейчас вмешиваться, ну, вмешиваться неверно, заявлять по поводу войны на Ближнем Востоке. И вот сообщается, Министерство иностранных дел Китая призывает к немедленному прекращению военных действий на Ближнем Востоке, предупреждая, что дальнейшая эскалация может привести к хаосу в регионе. Заявление последовало на фоне угроз США нанести удар по иранской инфраструктуре в случае, если Ормузский пролив будет закрыт. Поток судов через эту критически важную водную артерию, обеспечивающую пятую часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа, уже значительно сократился из-за конфликта. Насилие ведет лишь к порочному кругу. Китай настоятельно призывает все стороны немедленно прекратить военные действия, вернуться за стол диалога и переговоров, и не допустить, чтобы эта война, которая никогда не следовало начаться, продолжилась, заявил в понедельник официальный представитель МИД Китая Лин Цзянь. Аят, как вы считаете, может ли так получиться, что по итогам этой войны США будут выдавлены из залива, и это место, как гарант безопасности для мировой экономики и поставки нефти, займет Китай? Ну, как мы с тобой говорили в самом начале, здесь Америка попала в такое состояние, как в капкан со всех сторон. Насколько вот известно, здесь власти, которые и Министерство обороны, Пентагон, и другие люди, и даже те, которые стояли выше в должностях, которые по международному терроризму, которые возглавляли люди, чиновники, подали в отставку, Джо и Кен. даже да, и другие там, значит, ведомства высокие, но Министерство обороны, Пентагон, оказывается, был против. Сейчас это все выявляется, что. А Трамп влез туда, как бы влез туда. Но ситуация, здесь надо было, видимо, им подумать, что делать. Мы сейчас советовать не можем, но, по крайней мере, ситуация такая. Или он может, если там, как говорится, уберется оттуда, к примеру, да, скажем, отведет свои войска, уберутся, то действительно влияние здесь официально может так мнение создаться, что победил, скажем, Иран, победила Россия, победила Китай. Вот в чем это. И это Трамп и Америка как бы не может сейчас допустить. Они выход из этого положения ищут. Кто Да. здесь Да, вот эту ситуацию развязал, почему это нужно было. А вопрос был проще. Надо было это решать именно в Москве. С Москвой надо было решать. Надо было запретить в Москве, а не заигрывать с ним какие-то там игры. Давайте
что бы они ни делали, они мои друзья, я их знаю, или другие эти Да, вещи, они сыграли вот на что, куда это вылезло. Вот да-да. мы и что видим. Думаю, в этом вся причина, Аслан. Мгм. Вот так. Да, интересно, вот какая-то, вот, знаешь, нерешаемая какая-то задача, которую сейчас возникла. Тупиковая, тупиковая абсолютно. Тупиковая. Если, например, сейчас США прекращают войну, говорят: "Ну ладно, давайте договариваться". Ну, Да, даже если какие-то силы в Иране согласятся, тем более голова обезглавлена, у них много руководящих убито, и щас многие разрозненные группы. Они будут бить по арабским вот этим союзникам США, даже если не достанут до Израиля. Ну, и по Израилю тоже будут бить. Опять же, это и потом теракты, и во еще, конечно же, они посчитают, что они победители в этой войне. да, Что вот, Аслан, извини, вот мы же раньше говорили об этом. Иран бьет по этим всем арабским странам, мусульманским, которые являются союзниками, и требует, чтобы они, значит, разорвали отношения с Америкой, чтобы выслали их всех послов, иначе они бьют и бьют и будут бить. Так они говорят. И да, вот здесь вот так вот получается, что Америку оттуда выдавливают. Не только Америку, даже и Европу выдавливают. да. И это становится уже вопросом таким вот, уже как бы уже между двумя системами внутри международного права как бы столкновений. Это может перелиться в более глобальную войну и столкновение. Вот о чем мы можем говорить сейчас. Мгм. Как это решится, не знаю. Посмотрим, посмотрим, как это будет. Аслан? Спасибо, Аят. Дерес Вуйлон. Мы уже чуть больше часа в эфире. Спасибо. Предлагаю на этом закончить наш стрим. Вопросов я не увидел больше. Если нет вопросов, нет. Мега, да, тут я доезживающему. Давай тогда, давай. Дерес Вуйлон, да, Оберскива. Да, да. Хотя снова получился на русском языке у нас стрим, но все равно что-то мы говорили и по-чеченски. Да-да. Мега, да. Давай. Адик, Адик, Маша, всего хорошего, Спасибо друзья. всем, да. Спасибо, кто нас слушал. Да. Баркал Масану, всем спасибо. До завтра. Адик, Маша, до свидания. До Адик. свидания.